Время, ребята, 7 часов 39 минут. 4 января. Я нахожусь на другом берегу своего села. Вчера здесь я протоптал на буране бураницу, но, как мы видели в прошлом видео, здесь сыро вон. И думаю, правильно, что я сюда не заехал. Смотрите, сегодня еще глубже вода больше приподнялась на лед, потому что всю ночь еще был снег, и видно, лед давит снег, и вода поднимается. И я решил, вот видите, что творится. И правильно, что я пошел на лыжах, вон мои лыжи, на горку сейчас пешком поднимусь и дальше на лыжах пойду. А если на буране в такую кашу залезть, буран не снегоход и может запросто встать. Он просто встает в таких местах, набивается и встает. А снегоход скорость набирает, и он с легкостью проходит такие места, но более проходимые, чем буран. Немножко вот оттуда пришел по целине. До земли проваливаешься. Вообще сейчас ходить тяжело по целине. Но у нас бураница, хорошая дорога. И вчера, докуда мы съездили, сейчас поедем там напротив озера, на устье озера, там порыбачим где-то с километра, наверное, пешком пойдем и там уже будем рыбачить. Ну вот, фонарик уже не нужен, расцветает потихоньку. По всей Нившере одна лампочка возле школы горит. И вся Нившера вон. Только ночью, вот, я не знаю, во сколько включают, вечером до 12 часов. В 12 ночи опять выключают, и все. Вот такой тьме. Но сейчас светло уже. Все селы, все российские селы так и живем во тьме. Весь свет, наш свет идет в Москву. Там ярко, красиво живут. А у нас так. Воет собака, как волк. Сейчас дальше слышно. Так, ну ладно, сейчас мы долго разговаривать не будем. Надо идти. Потихоньку буду идти, чтобы не спотеть сильно. Так. Я одет, конечно, по-зимнему, по-рыбацки. Первая рыбалка у нас сегодня будет. Смотри, какая лыжня у меня вчерашняя. Вон. 2 ширины я протоптал на буране. И сейчас идти легко, приятно. Кресты уже проснулись, вон. Слышно. Половину пути уже прошел. Немножко осталось. Через кустарники эти архивные я даже уже прошел. Здесь уже дорога хорошая. Нормально идем. Вот и все. Лыжи оставляю здесь. Был уже возле реки. Наша горка, подъем. Полный штиль сегодня. Вчера очень сильный ветер был. Снег. Где-то выпал сантиметров 8, наверное. А сегодня уже все. Полный штиль. Сейчас еще кустик нам надо сломать. Если вдруг... Так, подожди. Нет, одной рукой я не смогу, ребят. Ну фиг с ним. Если что, в другое место схожу. Сегодня ни ветра, ни рыбаков никого не наблюдаю. Вчера вот один рыбак там сидел. Так, ну ладно, сейчас сходим оттуда. Попробуем порыбачить, что получится. Кого-то поймаем, нет. С прошлого года я еще не рыбачил зимней рыбалки. Но одна рыбалка была только на первой избе, так 40 минут, наверное. Сколько там я порыбачил, не помню уже. Ну я уже на месте. Здесь попробуем пробурить первую лунку. И буду бурить новым ледобуром. Новым ледобуром купил барнаульский ледобур.
с длинным шнек, или как там этот, сверло-то называется. Диаметр 100. Один из подписчиков, даже знакомый, в наше село приезжает, отправил мне 500 рублей донат. Именно, чтобы я купил ледобор какой-то. Мне говорит: Олег, тебя жалко, как ты мучаешься со старым ледобором, и выслал мне 500 рублей. Так что спасибо, Сашка, тебе за донат, который ты отправил. По твоему совету я купил новый ледобор. А старый ледобор у меня 120, наверное, диаметр. 120, и на него я нож никак не могу найти. Нету в магазинах в Сыктывкаре. 120 вроде. Это старый ледобор. Хозмаг я еще брал. А это сотка. Еще ни разу не пробовал, как вообще бурит. Когда я прикручивал эти винтики, они чуть-чуть торчали. И пришлось наждаком мне винтик чуть-чуть убрать. Ну, чтобы ничего такого бугорка не было. Ну ладно, сейчас попробуем, как будет там сверлить новый ледобор. Ничего себе. Это да. Ой, просто сказка. Так. Но ледобор не достает. Так, вот это да. Вот это действительно ледобор. Я удивлен, честное слово, ребята. Потому что действительно я со старым ледобором столько сверлю. А это... Ничего себе. Действительно, ледобор хороший. Действительно. Так. С легкостью, очень легко просверлила 3 лунки, вон, сотка ледобор. И у меня вот первый раз я прикупил вот такая ручка, ну, двойная. Немножко вот, скажем, непривычно еще крутить, как-то ледобор шатается. Но это, в принципе, во всех ледоборах так. Глубина ледобор не достал тут. Ну, сейчас буду прикармливать и попробуем, закинем удочки. Не знаю, как место, но летом я здесь на лодке, когда троллингом мы с сыновьями здесь проходили, тут как будто подводный островок такой. Полностью не видно, но низкая, не глубоко тут и мелковато, и как будто остров там в глубине. И глубина тут вообще мелко. Там ниже яма, и, короче, везде тут рыба должна быть. Не знаю, что-то поймаем, нет, надо пробовать. Глубина ровно 2 метра тут. У меня обычная, традиционно так, несложная прикормка, там, покупная, и дополнительно еще манку, семечки там. Сухую прикормку, вот где-то полбанки. Многие спрашивают, как я использую, что там делаю. Вон, самый простой прикормочная посуда. Это из-под кофе банка. Но кто со мной там смотрит мое видео, уже 1000 раз это видели. Короче, течение тут, и не знаю, что-то не очень так и мне понравилось это место, но 2 метра глубина, слишком глубоко, и течение. Может, придется даже поменять место. Ну, где-то минут 20 посижу, если ничего такого, поклевок не будет. Долго я здесь сидеть не буду, буду менять место. А если в течение 20 минут кто-то подойдет, это уже можно целый день сидеть. Рыба, значит, есть. И будет время от времени подходить. В 2 словах, ребята, расскажу, что до этого времени у меня было. Вот 3 лунки. Здесь минут 20 посидел. Полный штиль, ни одной поклевки. Пошел дальше. Здесь глубина 2 метра. Отошел на метров 5. Тоже пробные лунки тут у меня. Глубина 2 метра. Поклевки 0. Еще отошел на метра 3, наверное. 3,5.
опять пробная лунка. И смотрите, ребята, я поймал рыбу. Камера, конечно, выключена была. Я уже сколько сижу тут. Вон, ребята, елец. Елец. После того, как я сделал лунку, минут 10 посидел, ни одной поклевки. И потом я так немножко поддернул. Поддернул и моментально схватила рыба. Значит, рыба есть, стоит. Но, может быть, неохотно хочет брать. Если одна рыба попалась, значит там косяк. Это верняк. Елец, он всегда ходит косяками. Не одиночная рыба он этот елец. Не знаю, как дальше рыбалка пойдет. В данный момент пока одну штуку хоть поймали. Я уж хотел тоже еще попробовать еще поближе, но там уже буквально там 4 метра осталось, и там уже берег. Первые лунки, конечно, я слишком на середину пробурил. Середина реки. Вот это да. Ну, неохотно. Смотри, вот одна штука только вот попалась, и все. Сейчас еще просверлю на вторую лунку и вторую удочку тоже сюда принесу. Здесь у меня стоит мормышка, а там у меня обычный крючок на второй удочке. Ну вот сейчас январь месяц, такой глухой сезон. Каждый рыбак понимает, что в глухозимье рыба не активна. Вон, лед как треснуло. Снег падает и давит. Ребят, я установил палатку, потому что смотрите, что творится на улице. Резко все так поменялось. С утра было облачно, а сейчас жестко похолодало. Вон, как давление оно подскочило вверх. Короче, прохладно стало. И сейчас уже дальше я буду сидеть, рыбачить в палатке. И на данный момент у меня, смотрите, две рыбины. Даже поклевку я не снимал. Не удалось заснять. Но была еще одна поклевка, третья поклевка. И поэтому я уже решил не менять место. Я до конца здесь буду сидеть, буду рыбачить. А что наловим, это надо посмотреть. Что-то попадет, нет. Потому что погода вон как. Я в надежде, там, когда от пасмурно, снег идет, ветер, тогда более лучше клюет елец. А сейчас вот резко все поменялось. И все обледенеет. Там моментально, как сказать, лунки леденеют. И сейчас я установлю еще 2 свечи на зажгу. Газовый баллон я забыл с горелкой. Не думал, что будет такой день прохладный. Ну и еще часик посидим, часик-полтора. Если не будет клевать, я буду собираться и обратно пойдем домой. А сейчас пока будем рыбачить. Поглядим, может что-нибудь еще поймаем. Поклевка, ребята, опять поклевка. Блин, пока возился с камерой, там свечки еще зажег. Поклевки пошли. И до этой поклевки, вон, о, опять поклевка. Опять. Видели? Поклевки идут. Вон. Знаю, что-то. И камеру надо в руках держать. Снимать, подчекать.
Хитрая рыбина. Но это попадет 100%. Раз подошел. Сейчас опарыш поменяю. Не удержится он. Сядет на крючок. Сейчас вот крупного ельца тоже поймал. Вон, смотрите. Такой мощный елец. О. Самодельный штатив вот такой. Металлический. Нормально штатива. Ничего нету, блин. 3 рыбы поймал уже. И ни одна пока под камеру не попалась. А, ну поклевки. Опа, есть. Ой-ой-ой. Вон он, рыба, ребят. Глубина большая, блин, не могу. Упирается рука об потолок. Вон он, елец. Любимая рыба. И второй подряд вот сейчас попался на этом. Сейчас, подожди. Муравей, вот такой маленький муравей. И в городе сейчас в Сыктывкаре никак не могу найти такие муравьи. Все очень крупные, на хариуса, на такие акулы. А вон какие надо вести. Рыболовные магазины. Вот. Небольшие муравьи. Очень хорошая мормышка. Уже сколько лет я на них ловлю. Именно ельцов. Опа. Вот такой ельчик. 4 штук. Сейчас поменьше, но я рад. Первая рыбалка, можно сказать, и такая 4-я рыба уже. Все, дальше будем сидеть. Значит, рыба есть. Значит, не надо уже ничего менять там, эти места. Время от времени, ну, рыба, она такая, что вот может попасть, 1 штука попадет, и 10-15 минут ни одной поклевки. Потом опять поклевки пойдут. И перерывами так. Это уже проверено. Всегда так. Но быстро леденеет, конечно, лунка. Так, есть. Вон она. Средних размеров. Прикормку подергал. И после этого только вот поклевки пошли. Так что почаще надо дергать прикормку, прикармливать. И снова уже на этот мормышку тоже попалась вот этот, как его, муравей. Все время на одну и ту же мормышку. Я уже перестал ловить на белые, желтые мормышки. Что-то пробовал. Ну, по-разному бывает, тоже берет, но в основном берет на такую мормышку. На муравей. Такого пепельного свинцового цвета. Темно-свинцового, можно сказать. Ну, поклевочка. Пока возился с другой удочкой, вон он. Елец. Тоже не очень крупный. Вот так вот. Вот так мы и рыбачим, ребята. Вот так и рыбачим. Хороший елец попался. О, это покрупнее. А, не, стандарт. Стандарт, ребят. Одинаковый, вон. Хороший зимний экземплярчик. Ну, елец намного лучше плотвы. Это 100%. У нее чистое мясо тут 2 килограмма. А у плотвы там фанера. Так что ловите ельцов. У нас на Лимы мешками не ловят, но за рыбалку там десяток ельцов можно наловить, если повезет. По-разному тоже бывает, день потеряешь. И у меня сегодня тоже надежды такого и не было. Думал, не попаду, а нет. На 4-м месте, или 3-й, так, 3-й, на 3-м месте, наверное, вот. Удачная лунка попалась. Ближе к берегу. Вот так. Эту удочку я тоже поменяю. Что-то не берет на обычный крючок.
Ух, ничего, потянул он. Ух, экземплярчик хороший. Вон, ребят, не из мелких. Не из мелких. Хороший попался. Опа. Опять такая же поклевка. Все одинаково клюет. Все одинаково, это чуть меньше. Ну так тоже потянуло он. Буквально пришлось ждать. Ну, 3 минуты от силы. Сейчас такие перерывчик такой небольшой. И как ни крути, все время на одну и ту же мормушку. Хотя там на этой удочке, на соседней удочке, вот тут такая же мормышка. Но вот какая разница, я не знаю. Что там, в чем разница. Сейчас пониже поставлю, наверное, попробую. Этот. На дне пускай лежит. Холодно, ребята. Уже 30 минут. Полный штиль. 30 минут. Ни одной поклевки. Выпью чаек. Еще посижу. Не знаю сколько. И иду домой, наверное. Что-то. Такой тормозок взял. Хлеб и шоколадки. Вот еще. Больше ничего с собой не беру. Пошел на пару часов. Такие конфеты. Новогодние. Новогодние конфеты. Обогрев палатки надо как-то придумать, что-то. Ну, холодно сидеть, когда клюет, что-то ты шевелишься, делаешь, меняешь насадку. О, поклевочка. Что-то очень мелко идет. Вон она. Долгожданчик. Не крупный. Подошел мелочь. Ну, посидим еще, значит. Не зря мы ждали столько времени. Вот. Чем я остановился? Сразу моментально из головы вылетает. Все трещат. Опять поклевка. Что ты будешь делать, а? Покрупнее уже пошла. Вон он. Вот это вообще как селедка. О, какой крупный. Они ждали, когда я начну чай пить, и не дают мне. Ну, в такие моменты не надо мешкать. Косяк подошел, значит, надо быстро все делать. С хлебом чай попью. Угу. И с конфетами. За 2 минуты 2 рыбы сразу моментально попалось. Может теплее станет. Горячий чай. Надо было взять этот подарок. Грелку там мне выслали. С Германии или не помню уже откуда. Католическая грелка или что там. Я еще не пробовал. Надо бы как-то тоже попробовать. Просто сегодня на улице все резко так поменялось. Резко похолодало. И сейчас, наверное, минус 15, не больше, не меньше. Где-то так, по ощущению. Время от времени так поддергиваю прикормку. Два таких костра у меня здесь. Вон, обогрев такой небольшой. Вроде
Греет, а может и не греет. Не знаю. Сейчас лично меня ничего не греет. Вот. Промазал. Хорошенько я промазал. Есть. На игру. Ух, какой. О, это вообще уже. Это уже вообще совсем. Рыбина так рыбина, ребят. Смотрите, как под язык. Нажрался прикормки. Пузо такая полная. Ай-яй. Редко когда на игру берет, но уже это на крайний случай, когда уже совсем будто кто-то еще подходил. Тянет. Вот он. Опять елец. Хороший елец, ребят. Вы не поверите, но это нормальный экземплярчик. Совсем отлично. На жаркое набирается только в путь. И все время на эту мормышку. Вот, смотрите. Запомните эту мормышку рабочую. Две одинаковых мормышки, у меня две удочки вот тут стоят. И чисто на одну и ту же мормышку так берет. Вот на этот. В чем разница? Вес, размер, все вроде одинаково. И крючок одинаковый. Из одного магазина брал. Один комплект, один набор. Но рыба берет именно на ту мормышку уже несколько лет. О, это, наверное, Никита мне звонит. Хочет узнать, как у меня идут дела на рыбалке. Смотрите, ребята, как светло в палатке сейчас. Светит солнце, но вот пока это солнце еще не греет. Сейчас январские морозы, сегодня 4 января. И я уже заканчиваю свою рыбалку. Рыбалку заканчиваю, я уже сколько сейчас сижу после последнего ельца. Ни одной поклевки. По времени не знаю, сколько я уже сижу. Но сижу уже, руки уже вообще замерзли. Все замерзло, короче. Без обогрева палатки тут не вариант такой мороз сидеть. И, ну, как традиционно покажу свой улов. Улов сегодня не маленький для глухозимья. Сейчас в январе полное глухозимье. И вон смотрите, какие ельцы попались сегодня крупные. Вон смотрите. Это уже как хариус, блин. Очень хороший крепкий елец. Смотрите, какая спина у него мощная. Хорошая рыба. Рекомендую всем рыбакам ловить такие ельцы. Очень вкусное мясо у него. Очень мне нравится эта рыба. И давайте посчитаем, сколько штук на этой рыбалке мы поймали. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук. 13 штук рыбы. Я хотел 6 штук поймать, а попалось 13. Знаете, как это приятно. Свежая рыба. Сегодня будет жаркое. Полная сковорода рыбы. Свежая выловленная рыба. И видите, как я всегда на каждой рыбалке я зимой считаю, сколько штук. И у нас вся деревня так вот сравниваем. Ну, друг с другом общаемся и сравниваем. Сколько ты поймал? Я вот поймал 13 штук.
Другой отвечает, вчера 3 штуки, он мужик сказал. В общем, мы не сравниваем килограммами, граммами, а зимнюю рыбалку мы сравниваем сколько штук кто поймал. Некоторые 200 штук поймают, они посчитают и скажут, вот я поймал 220 штук или 210 штук. У нас нет такого, что как сказать, по весу, сравнение по весу, а идет сравнение количества штук рыбы. А уже в летний период, когда уже летом, конечно, уже штук мы не считаем, редко, примерно считаем. Вот, ну, примерно поймал я 13 штук или 15 штук на глаз так. А в основном считаем пол-ведра, ведро, чуть-чуть ведро не наполнилось. Вот так, такими результатами. А зимой обязательно мы считаем, сколько штук. Нам не лень. Если, конечно, там ты поймал там 1000 штук, не будешь считать, а 200 штук это запросто. Там, для интереса, понимаете, для интереса. Ну, что есть, то и говорю. У нас вот так. А городские всегда вот поймал там 10-граммовую ельца или 30-граммового ельца, там полкило поймал, грамм 700 так поймал за рыбалку. Нет, ребят, у нас по количеству. Село Нившера, Карткоровский район. Многие спрашивают, где я рыбачу. Вот река течет, вот здесь под льдом река Нившера. И многие тоже пишут, откуда ты. По названию канала можно уже понять, откуда я. Я с Коми. И в описании все есть. Конкретно в описании канала все конкретно написано. Что, как, где, что можно, где. Некоторые спрашивают, куда отправить посылку. Адрес, все есть. Так что не ленитесь, посмотрите в описании канала и все узнаете. Не надо там думать, откуда Олег, где рыбачит. Что мне хочется показать, я покажу. А что не надо показывать, вы у меня никогда не увидите. И избушки, координаты избушек, там мелкие реки, где я брожу, это я не раскрываю. Это небольшой секрет. И все секреты нельзя раскрывать. А что увидите, это значит мир вещей. Смотрите, наслаждайтесь, рыбачьте со мной. Так что, а сегодня уже все, рыбалку я буду заканчивать. Потому что сейчас вот время 10 часов 48 минут. Солнце встало. Клев вообще перестал, как отрезало. Так что все, короче, ребят. Сейчас я собираюсь и пойдем домой. Это, ребята, на следующий раз такую вышку я поставил, чтобы знать примерно, где вот рыбачить. Здесь глубина 1,80 м где-то была. 1,80 м. Можно еще ближе к берегу пробриться. Но сейчас лед толстый станет, и думаю, это на этом уровне более-менее лучше. Но сегодня на 3-м месте только поклевки пошли. Сперва он там начинал. Короче, нифига не клевало, 2 метра глубина. Дальше там тоже 2 метра, и тут 1,80 м. Если здесь пробурится, 1,50 м, наверное, будет. Но резко так, там мелководье начинается. Вот такой небольшой туман там, потому что там течет ручей, и
там холодно, воздух холодный, а от ручья там пар идет, потом тепло. Смотрите, как ясно сейчас. Морозно, ясный день. Обалдеть. Не ожидал, что сегодня так прохладно, холодно будет. Потому что прогноз обещал, что там сегодня безветренно, снегопад. А они ошиблись. РП-5 даже ошибся немножко. Вот такие дела. Ну, давайте пойдем тогда к лыже. Сейчас там уже лыжи одену и дальше пойдем. А вчерашний мужик, вон там, не знаю, видно, нет там. Вон, окапывался. А, там тоже вешка стоит какая-то. Видно, там он рыбачил тоже. На лыжня куда-то. Лыжни. Где он? Лыжня там, на другом, возле другого берега идет, поднимается. Понятно. Но там плотва, говорит, попадалась. Ага. И там вешки какие-то. Везде, короче, вешки. Непонятно, где он рыбачил. А мне вот и в прошлом году я здесь рыбачил. И далеко неохота ходить туда. В следующий раз, если приду, тоже тут буду рыбачить. Потому что нормально на жаркое поймали за несколько часов. Ладно, пойдем. На вчерашнем месте кто-то опять рыбачит. На одном и том же месте рыбачат и рыбачат сидят. Без палатки. Не знаю кто. Руки трясутся. Невозможно что-то сфокусировать. Кто он там? Увидел и опять присел. Не любят, чтобы я снимал кого-то. Все они уже рад меня шугаются. Не хотят сниматься. Не любят сверкать на видео. Вон, поймали. Я, короче, узнал ее. Рыбак. Рыбачка. Не, подходить не буду. Лучше вечером позвоню им. Короче, вот бураница протоптанная. Такие холмики тут. О, как красиво выходит солнце, выглядывает. Но не успеет выглянуть. Уже обратно садится. Дни короткие. Вот мои лыжи. О, она с тестовкой пришла по льду. И вон, как видели, на глазах попалась рыбка без палатки, без ничего сидит. Такой уголок вот. И в прошлом году они тут с мужем всю весну рыбачили хорошо. Рыба ловилась им. Так, ладно, ребята, на этом я, наверное, буду заканчивать этот фильм. Первая рыбалка 2019. Будем считать, удалась. И не знаю, как дальше пойдут, какие видео. Снег сейчас проваливаешься. В походу пока, наверное, не буду ходить. Может быть, даже будут походы на рыбалку. Я не знаю. Не будем гадать. В общем, смотрите, ребята. Я уже почти дома. Не могу нарадоваться такой красотой. Красота это безветренная и прохладная погода. А там туман стоит, смотрите, в конце села. Вон. Пол деревни, пол села, в общем, в тумане там. Вот это да. Вот это природа, красота. А у меня последний переход через речку, и я уже дома. Сюда лезть не буду, там ниже колена там вода. Вода поднимается. И по своей лыжне. И тоже тут, тоже вон. Видно, что уже выхвачивается вода. Быстро в таких местах надо большими шагами идти. Вот. Полностью заливает водой.
становишься, можно промочить ногу. Лыжи-то есть, не ногу, а лыжи. Вот так, вот такая лыжня. Снег становится глубоким, и вон как падает снег. Вон видно. И давит лед. Снег глубокий, и сейчас на лыжах в дальние походы ни в коем разе, наверное, не пойду. Много километров не пройдешь по такому снегу. Вот и все. Опять набранится. Ну все, ребята. До новых встреч. Всем удачи, всем пока.